Микунь – железнодорожные ворота республики. Это главная узловая станция в Коми. Каждый приезжающий в наш край останавливается здесь. Идея строительства железной дороги в Коми возникла еще в начале 20 века. Первые планы строительства железной дороги на севере появились еще до революции, в 1912 году. Проекты предполагали связать Архангельск с Сибирью. И дорога эта должна была пройти через Котлас и Коми-край. Один из проектов, предлагаемых архангельским художником Борисовым, предполагал железную дорогу построить от села Чимашевского на реке Обь через Уральские горы и через Усть-Сысольск с выходом в Архангельск через Котлас. Вот этот проект поддерживал депутат Государственной Думы, священник Дмитрий Яковлевич Попов, уроженец Коми-края. Он очень активно лоббировал строительство этой дороги, предполагал, что железная дорога Сибирь, Усть-Сысольск, Котлас, Архангельск будет способствовать экономическому росту Коми-края. Еще один проект строительства железной дороги в Коми-крае до революции был предпринят в 1916 году. Группа чердынских купцов, которые испокон веков торговали с Печорским уездом, выдвинули план строительства Камско-Печорской железной дороги. Эта дорога должна была соединить Троицко-Печорск с Чердынью. А Чердынь в то время, то есть в начале 20-го столетия, подчеркиваю, играла очень большую роль в товарообороте с Печорой и со всем Коми-краем. Железная дорога должна была пройти через все населенные пункты между Чердынью и Троицко-Печорском. И основной рабочей силой на строительстве этой дороги должны были стать военнопленные времен Первой мировой войны. Основной контингент – австрийские солдаты и офицеры, попавшие в русский плен на фронтах Первой мировой войны. И действительно, в этом же году, в 16 году, строительство этой дороги началось. На линию железной дороги были завезены большое количество железнодорожного инвентаря, оборудования. Началась прорубка просек для топографических съемок. Завезли даже опоры для железнодорожных мостов. Были построены различные казармы, жилые бараки для рабочего контингента. Прибыло примерно около 1000 рабочих, действительно военнопленных австрийской армии. Затем началась революция, и проект строительства купеческой железки так и не был реализован. В 20-е годы возник план соединения Усть-Сысольска со станцией Пинюк Вятско-Котласской железной дороги. Строительство дороги протяженностью почти 300 километров началось в июне 1929 года. Исключительно силами заключенных. Идея была такая, что заключенные, малосрочники, в основном не политические, будут перевоспитываться трудом и еще окупать свое содержание в местах лишения свободы. Было решено начать именно с Коми. В 1925 году был организован, по сути дела, первый лагерь в Советском Союзе, такой исправительно-трудовой, под названием «Управление северных лагерей особого назначения ОГПУ» «Усевлон». Основной задачей этого Усевлона было как раз строительство железной дороги Усть-Сысольск-Пинюк. И вот эта железная, полноценная железная дорога должна была быть первой железной дорогой в Коми-крае. Вот она здесь начиналась в Усть-Сысольске. Первую тачку торжественно в насыпь новой железной дороги бросили делегаты очередного съезда, областного съезда Советов. Отсыпана насыпь была довольно быстро. На некоторых участках проложены рельсы, построены мосты, развязки, площадки для станций. Дорога была построена на 80%. Крупным железнодорожным узлом должна была стать Визинга. Но через 4 года все работы на стройке были свернуты. Несколько миллионов рублей в прямом смысле закопаны в землю. Тяжелый труд тысяч заключенных оказался напрасным. Пришел приказ перевести подневольных строителей на строительство Беломоро-Балтийского канала. Сталинская первая, можно сказать, этикеточная лагерная стройка гремела на всю страну, мы там перевоспитаем. А строительство железной дороги Пинюк-Усть-Сысольск, тогда уже Сыктывкар, было признано второстепенной. Дорога местного значения, и было предложено достраивать ее своими силами.
Но своими силами, как ни старалось местное руководство достроить эту железную дорогу, не было в состоянии, не хватало ни денег, а главное, рабочих не было. Вот тут. И так она и была заброшена, и, по сути дела, стала первой мертвой дорогой Советского Союза. Определение «мертвая дорога» родилось в отношении уникальной сталинской стройки железной дороги вдоль побережья Ледовитого океана. Так и брошены, там она и сейчас лежит, эти железные и рельсы, и паровозы на них стоят, и бараки стоят. Это, можно сказать, самая известная мертвая дорога. А первая – это мертвая дорога, вот она, наша. В некоторых местах насыпь дороги Усть-Сысольск-Пинюк довольно хорошо сохранилась и по сей день. В местечке Печи-Пашня, что сразу за Выльгартом, местные жители этой насыпи нашли новое применение. Оборудуют в ней картофельные ямы. После открытия запасов Печорского угольного бассейна и Ухтинской газоносной провинции встал вопрос о вывозке полезных ископаемых. Первым осуществленным железнодорожным проектом в Коми-крае стала узкоколейная дорога протяженностью 70 километров от рудника на Воркуте до пристани на реке Усе. То есть у нас начали в Воркуте в 1931 году добывать уголь, не имея абсолютно путей для его вывоза. Его можно было вывозить только по воде. А река Воркута, она не судоходна. Тогда построили по временной схеме вот эту узкоколейную железную дорогу от Воркуты до пристани на Воркутовом. Там был огромный лагпункт. Уголь по этой дороге вывозили на платформах до пристани, там сваливали. И там он, в общем-то, мог лежать и год. Дело в том, что дальше тоже по воде надо вывозить. А Уса, река, конечно, большая. Но, во-первых, это север, она большую часть года не судоходная. Либо мелкая пересыхает летом, либо подо льдом. По Усе эти баржи в Печору вывозили. И из Печоры тащили в Нарьян-Мар, там перегружали уже на морские суда. Такой способ вывоза полезных ископаемых был экономически неоправдан. Поэтому в 1937 году Совнарком СССР принял постановление о строительстве Северопечорской железной магистрали протяженностью 1600 километров. Строительство было рассчитано на 8 лет. Строить должны были заключенные. Первые поезда через станцию Микунь стали проходить в 1938 году. Именно с этой даты станция вошла в реестр железных дорог. Поскольку дороги до станции не было, паровозы доставили сюда на баржах по Вычегде. В 1939 году поезда курсировали по направлению на Ухту и, конечно же, далее. Затем в 1940 году через нашу станцию прошел первый пассажирский поезд. Он состоял из 10 вагонов. Вагоны встречали, они были украшены. Станция Микунь, когда появилась в реестре железных дорог, первоначально что она из себя представляла? Это был небольшой вагончик с надписью «Микунь». Индустриализация края неразрывно связана с железной дорогой. В городе Ухте даже есть необычный частный музей, который указывает на это всем своим видом. Вот это качай довольно на стоянии на водонапорных башнях. Паровозы заливались водой, да? Когда она полная, звенел звонок. Это написал вот этому человеку. Серебренников Сергей Владимирович. Служил на флоте во время войны в Архангельске. Да, осторожное ограбление. А представляете, польская лампа. Польша выпущена до революции. Тут лейбы все польские, понимаете? С начала Великой Отечественной войны Печорский угольный бассейн приобрел стратегическое значение для снабжения углем Ленинграда и Москвы. Поэтому довоенные сроки строительства были изменены. Для ускорения работ и более оперативного управления строительством на трассе было организовано 21 строительное отделение. На каждые 20 километров пути. Каждое отделение прокладывало дорогу на север и на юг одновременно.
таких жертв, особенно во время войны, когда ее доделывали, вообще лагеря наши не знали. Смертность в Севжелдорлаге в 40-41 годах была самая высокая среди лагерей Советского Союза. Людей высаживали только с палатками и говорили, что вот на голом месте живите. Во многих местах дорога шла по болотистой местности. Там, в общем-то, постоянных лагпунктов не было, они все были временные. Не было постоянных и стационаров лечебных. И умерших действительно закапали прямо в насыпь. Укладывали трассу по 5 километров рельсового полотна в день. Поэтому о качестве не было и речи. Первый поезд шел в Воркуту со скоростью пешехода 5 километров в час. Вот. Потому что все делали на живую нитку. Весной дорога начала ходить, потому что там тундра на многих участках. Шпалы клали кое-где пореже, потому что их не хватало подвозить. То есть нарушение технологий было налицо, дорога просела, она кое-где повисла. Мне много про это рассказывали люди, которые тогда там работали. Вплоть до того, что первые паровозы шли с открытыми дверцами на обе стороны, чтобы машинист мог спрыгнуть вовремя, когда паровоз начнет заваливаться вместе с платформой. И он в другую сторону прыгнул, в тундру. Вызывали ближайший лагпункт зэков, и они потом поднимали паровоз обратно на рельсы, ставили. Ну, если верить рассказам ветеранов, бывало, что за один рейс так раза 3-4 они паровоз ставили вот на рельсы. Доделывали эту железную дорогу вообще до 50-х годов. В Воркуту первый паровоз пришел в декабре 41-го. Первые платформы с углем и подарки для фронтовиков вез машинист Дунаев. Паровозы, созданные конструктором Лебедянским, в народе их называли лебедянками, вывозили уголь из Воркуты. И именно такой паровоз в 1961 году доставил первых пассажиров в Сыктывкар. До столицы республики железную дорогу построили лишь через 20 лет. Трасса Микунь-Сыктывкар появилась в 1961-м. Затем была построена железнодорожная ветка Микунь-Кослан-Йортам. Многие строители на эту стройку приезжали по комсомольским путевкам из разных областей бывшего Советского Союза. 30 декабря 1966 года мощный гудок паровоза известил ударчан о начале движения поездов по новой железной дороге. В августе 1968-го по ней был отправлен первый эшелон леса в Болгарию. Предполагалось, что от Йортама железная дорога пойдет на соединение с магистралью Архангельск-Карпогоры. Но этот проект так и не был осуществлен. В 1977-м была построена железная дорога Сосногорск-Троицко-Печорск. Основное назначение этой ветки – вывозка леса. Для освоения месторождений нефти и газа в Усинске была построена ветка Сыня-Усинск. Практически все дороги Коми – это дороги к ее богатствам. За всю историю железных дорог в Коми было разработано множество планов ее строительства. Но не все стали реальностью. А те дороги, что есть благодаря лишь природным богатствам края. И тем не менее, сегодня по ним можно добраться, если не в любой район, то в каждый город республики. Даже есть выход на севере, в Тюменскую область.